Добрый день, в эфире «Город женщин». С вами Юлия Федорова, Саргалана Амосова. Добрый день. И Юлиана Ким. Здравствуйте. А смогли бы вы отказаться от того, к чему вы привыкли, например, от кофе или шоколада? Смогли бы бегать по утрам, не пропуская, или начать изучать иностранный язык и выучить его буквально за пару месяцев? Мода над эксперименты над самими собой, испытание силы воли буквально охватила наше общество. Ленты социальных сетей пестрят публичными обещаниями. Кто-то отказывается от просмотра телевизора, кто-то бросает свои вредные привычки, а кто-то активно начинает заниматься саморазвитием. На первый взгляд может показаться, что подобные челленджи никак не влияют на нашу жизнь. Но даже маленькие шаги, которые заставляют выходить человека из зоны комфорта, превращают обычные дни в насыщенные, яркие и совершенно не похожие на предыдущие. Итак, знакомьтесь, лекарство, новое лекарство от скуки, рутины и однообразия. Челлендж! Здравствуйте! Сегодня в нашей рубрике «Фабрика идей» я хотела бы вам показать, как украсить интерьер. Юлиана, я хотела напомнить сначала, что мы в прошлом выпуске бросили вызов себе. Каждая из нас должна была сделать то, чего не делала раньше. Я, например, всю неделю ходила пешком. Пешком не только на работу, но и с работы, и по магазинам, везде. Я намотала у себя на, как это называется, шагомере, да, около 50 километров. И хотела бы сейчас посмотреть, что получилось из этого. Сегодня 5-й день моих прогулок. Прогулками это назвать сложно, но можно. Можно, потому что когда ты идешь гуляешь, тем более в такой мороз, прикрываешь нос и идешь, смотришь на людей. У нас в городе очень много красивых девушек, которые, несмотря на то, что одеты очень тепло, выглядят очень стильно. Я похудела за это время на 1 килограмм и думаю, что накачала себе немножко икры. Не, но неделя это выдалась у нас очень холодная. Да. Вовремя ты решила строить себе челлендж. Был небольшой минус, я не то что отморозила, обветрила себе щеки. Но когда вот так ходишь пешком, посещает очень много свежих, интересных, морозных идей. Да, я вот посмотрела, да, об этом уже сказала, что у нас девушки, несмотря на то, что холодно, выглядят очень даже так красиво, креативно, очень много ярких пуховиков. А до этого я как-то, не задумывалась и не смотрела на них, да. А тут идешь, вся вот так вот укутаешься замороженной, начинаешь думать о чем-то. Я придумала, кому что подарю на Новый год. Я придумала, какие блюда буду готовить, как буду поздравлять. Вообще все продумала до мелочей. Как же удобно, да? А у меня цель моей недели была в том, чтобы попробовать приготовить новые блюда. Не буду хвастаться, но, если честно, я очень хорошо готовлю. И очень мало блюд, которые я вот реально не готовила, да? И вот как у меня обычно проходит процесс готовки, я просто иду в магазин, беру, что меня вдохновит, прихожу домой и это готовлю. Ну или дома нахожу продукты и так сразу готовлю. А тут что я делала? Да, мне надо было спланировать бюджет, мне надо было спланировать меню. Опять же, вот ходить со списочком в магазин. Что же я попробовала сделать? Я попробовала сделать суп. Я приготовила десерт, но ладно, вот по вечерам у нас есть время, да, как-то мы там приготовим, ладно, покушаем чуть попозже, там более легкий ужин. А на что у нас никогда не хватает времени, девочки? На завтрак? У нас не хватает времени на завтрак. И, пожалуйста, сейчас мы увидим в моем сюжете, что же можно приготовить очень вкусного и очень полезного на завтрак. Для приготовления шакшуки нам понадобится 2 помидора, сладкий перец, зубчик чеснока, оливковое масло, несколько яиц, томатная паста и сыр.
Это блюдо пришло в Израиль из Ливии и настолько там прижилось, что большинство израильтян думает, что это их национальное блюдо. И то, что это еврейская яичница. Вариантов приготовления очень много, и сейчас я вам хочу показать именно тот, который можно очень быстро приготовить с утра. В овощи мы добавляем яйца. Вот так это все аппетитно у нас выглядит. Не забудьте посолить и поперчить. А еще совет. Обязательно мойте яйца перед тем, как добавить их в блюдо. И мойте руки после контакта с сырым яйцом. Шакшука готова. Вот так она выглядит в готовом виде. И еще я хочу поделиться с вами рецептом очень вкусного чая, который безумно приятно пить зимними вечерами. Для этого чая нам понадобится лимон, имбирь, вот так он выглядит, а также мед, и, собственно, сам чай. Вы можете заварить свой любимый чай. Так, я уже измельчила имбирь. Завтракайте правильно и будьте здоровы. Приятного аппетита! Ну как, девочки, мои кулинарные творения? Вот этот вот штрудель, он, мне кажется, вообще волшебный. У меня вопрос, завтрак, неужели ты его ни разу не готовила? Ну вот честно, мы ни разу. завтракаем... Нет, я, конечно, смешивала, но чтобы чеснок с утра, этого еще не было. Нет, хотите, я самое интересное расскажу? Когда я снимала это видео, я начала сначала столешницу протирать, потом стол протирать, плитку помыла. Так и вот у меня получилось, что случилась генеральная уборка. Что очень, кстати, перед Новым годом, я, считайте, уже готова. Поэтому этот челлендж оказался для тебя очень полезным в плане генеральной уборки. Да. А я, девочки, обещала сесть на шпагат. Каждое утро для того, чтобы сесть на шпагат, нужно подготовиться. Растяжку сделать, зарядку. Что меня подвигало? Сподвигало каждое утро делать зарядку. Это очень хорошо для общего самочувствия. И вот спустя 6 дней я наконец-таки достигла своей цели и села на шпагат. Waiting just for you. I just gotta know that your love is true. Can't keep running, boy, in and out my life. Wanna be your girl, not cause I'm more. Девочки. Ну, я не поверю, что у тебя не было растяжки до этого. Нет, я сама по себе с детства гибкая, поэтому мне, конечно же, всего 6 дней для этого пригодилось. Естественно, если кто-то ни разу не садился на шпагат, то более длительное время понадобится. Ну, замечательно. Теперь ты будешь продолжать делать зарядку каждый день? Конечно, обязательно. Теперь следующей моей целью будет уже сесть на поперечный шпагат. А потом на мостик. Мостик я потом колесо и когда-то в встать на детстве голову. делала. Ну, мне кажется, да, теперь каждый человек может снять какой-то, бросить себе вызов, снять видео и стать довольно-таки популярным блогером. А об этом нам расскажет Саргалана Амосова в рубрике «Полезный Инстаграм». С вами рубрика «Полезный Инстаграм». Если вам кажется, что ваша жизнь очень скучная, что она превратилась в рутину, и кажется, что ваш потенциал не реализован, а шансов, возможностей, как у героини фильма «Ешь, молись, люби» уехать в другую страну у вас нет, то тогда челлендж – это то, что вам нужно. Как мы можем использовать Инстаграм в достижении своих целей? Когда вы вылаживаете фотографии в Инстаграм и пишете то, что вот у меня цель, допустим, до Нового года сделать что-то невероятное, вы подписываете невидимый документ и просто обязаны выполнить свою цель. Осталось буквально 2 недели до Нового года. И как мы можем использовать это время? Вы можете каждое утро прописывать себе цель в Инстаграме, это публиковать обязательно, и вечером отписываться о том, что у вас получилось. Сейчас к нам придет гость, который своим примером доказал, что возможности человеческого организма
просто бескрайние. Да, пожалуйста, встречаем Романа Савина. Он начал бегать только в июне этого года и буквально вот только к нам прилетел из Сингапура, где пробежал главный марафон Юго-Восточной Азии. Здравствуйте. Здравствуйте. Прямо Роман. видно, что вы к нам сразу с югов, загорелый. Ну, давайте, Роман, перейдем к главному. Вы поставили себе цель, да? Вы пробежали такой важный марафон. Как вы это сделали? Ведь мы очень многие откладываем на завтра, на те самые понедельники, а вот вы взяли и сделали. Что вами вот сподвигало, вот, двигало? Ну, я просто запланировал. Вообще, изначально я не собирался бежать марафон, я готовился к якутскому полумарафону, который прошел в августе. Я 1 июня проснулся рано утром, в 6 часов утра вышел и все, и побежал. Каждый день по 5 километров, и вдруг меня это затянуло. После полумарафона был трейл на такую же дистанцию 21 километр. После я попробовал себя уже в северном марафоне, ну и после этого уже в Сингапур полетел. А как заставить себя вот утром встать и бежать? Вот, допустим, я все время, да, думаю, вот с понедельника начну бегать. Наступает понедельник, ну ладно, со следующей. Ну, опять-таки... Какая мотивация должна быть? Что вот должно щелкнуть, чтобы ты побежал? Во-первых, как вы и сказали, да, то есть надо об этом сказать обязательно в какой-нибудь соцсети, да. Тогда уже не будет пути назад, да? Да, все, пути назад не будет. И все, выбежал, сфотографировал, запостил. Все, ребята, я теперь бегаю. Да, вот Запостил не было, да? Да, Да, вот запостил не сейчас я вижу ваши фотографии, да, в Инстаграме. Вот это же так замечательно, это, наверное, впечатление на всю жизнь. И, наверное, год назад вы даже не подозревали, что через год будете сидеть в нашей студии и рассказывать, что пробежали такой прям невероятный марафон. Не подозревал. А сколько километров вы пробежали? 42 километра, 195 метров. Официальная марафонская дистанция. 42 километра. Ничего За себе. сколько вы пробежали за время? 4 часа, 14 минут, 12 секунд. Это при какой погоде? Это утром во время старта было 26 градусов, на конец старта Плюс. уже до 29 поднялось. А Ну, это и как-то влажность. мешало вам? Тяжело О, бежать? Да, Даже- условия оказались очень тяжелые, то есть я провел там всего 4 дня перед стартом. Недостаточные условия для подготовки. Так, Роман, извините, пожалуйста, мы сейчас прерываемся на короткую рекламу, сразу после которой мы узнаем, что это такое бежать в 30-градусную жару. Вы смотрите «Город женщин». Тема сегодняшнего эфира – «Вызов себе». Сегодня у нас в гостях Роман Савин, который пробежал сингапурский полумарафон. Роман, мы вот начали говорить о том, что когда вы бежали, была жара, да, страшная. Как вообще, как вам удалось преодолеть все вот эти сложности? Ну, во-первых, да, погода оказалась очень такая тяжелая, условия непростые, особенно после того, как ты прилетаешь из минус 40 в плюс 30. Начали бегать, времени было немного на подготовку, 4 дня всего лишь, но как бы постарались максимально. А климатизация, ничего такого не было? Это вот недавно происходило? Да, это вот Когда? буквально недавно. в А было. давайте декабря. мы сейчас 3 прямо из нашей декабря. студии перенесемся в шикарный Сингапур и посмотрим, как же это было на самом Давайте. деле. Пока мы здесь разговаривали, я нашла страницу Романа в Инстаграме. И хочу вам Где они, показать сингапурские фотографии. Вот, это когда было, говорите? Это 3 декабря, Да вот 2 буквально. недели назад буквально. Ну, я знаю, что вы были там не один, да, с Якутии? Да, у нас получилась в этом году делегация. Помимо меня участвовало еще 4 человека. То есть 3 человека на марафонскую дистанцию и 1 человек на полумарафонскую. Роман, Это- скажите, а почему вы выбрали именно Сингапур? Ну, так получилось, что мои знакомые, которые выиграли здесь соревнования внутрикорпоративные, они выиграли туда поездку. Ну и как бы меня просто пригласили вместе с собой. Говорят, а не хочешь ли ты с нами поехать? Я говорю, Чтобы участвовать, нужно заранее зарегистрироваться, правильно? обязательно, да. То есть надо заплатить за участие, это порядка 5500 рублей. Ну и плюс билеты, проезд. И сколько у вас там было участников? 48 тысяч участников. Ничего себе. Собрал в этом году марафон. Ну, и как То бы... есть с каждым годом все больше и больше Да, участников да, привлекают. в этом году на 20% больше. Он А становится какое мега место популярным. вы, не то что какое место, а каким по счету вы прибежали, если было там 48 Да. тысяч человек? Так, ну, получается, среди вот именно, кто бежал марафонскую дистанцию, я прибежал 601-м.
601. Это хороший результат. Ну, ничего. 40 тысяч, да? Нет, из 9,5 тысяч, кто прибежал, кто финишировал, Еще то есть были были такие, которые... Да, бывает и такое. И среди этих людей я 601. И какой возраст, предел? От скольки? Там, получается, совершенно нету никаких ограничений. ограничений, Есть категории различные, да, по возрастам там. От 18 до 29, от 29 до 39 и так далее. А какие условия, чтобы вот принять участие? Просто заплатить. Там не нужно быть подготовленным? Или как? Ну, желательно иметь подготовку, потому А что... так любой, да, может принять участие? Да, абсолютно любой человек. Самое главное, надо быть уверенным в своих силах, да, то, что сможете справиться с данной дистанцией в таких непростых А условиях. что дал вам этот марафон? Что вот он дает? Во-первых, это для меня бесценный опыт, да, то есть как надо было бежать, какие условия вообще существуют для бега, помимо якутских. Ну, как бы принять участие в таком действительно захватывающем дух мероприятии. Главный старт Юго-Восточной Азии. Ну, просто шквал эмоций, да, ну и памятная медаль. Роман, а вот я знаю, что вы известны, да, в сети, у вас есть Инстаграм, я знаю, вы очень активны в Твиттере. И вот как вас, ну вот поддержка, какую роль сыграла именно? Вы же об этом рассказывали. Ну да, все мои подписчики там писали, там, Рома Кытат, давай мы за тебя топим, поддерживаем. А с вами кто-то полетел вас поддерживать? Родные? Нет, родные остались у меня здесь, как бы сам себя там во время старта поддерживал мысленно. А чем вы по жизни занимаетесь? Вообще работаю в одной торговой организации, плюс есть собственный интернет-магазин. А сейчас где вы тренируетесь? Сейчас, конечно, приходится тренироваться в помещении, да, то есть это Триумф, Таксун, а так люблю, конечно, бегать на улице, то есть более удобно. Спасибо. Спасибо большое вам, Роман, за столь интересную беседу. Я думаю, многие уже захотели пробежать марафон своей жизни. год. Да? Кстати, когда будет следующий марафон в Якутске? В следующем году, да? Получается, да. И можно уже сейчас готовиться на манеже и весной выходить на улицу. Готовьтесь, обязательно готовьтесь. Бег это кайф. Спасибо большое. А сейчас предлагаю посмотреть, что же произошло в сети Инстаграм, что же интересного выкладывали наши известные личности. Якутская белоснежка Нарияна Иванова приняла участие в съемках передачи на канале НТВ «Звезды сошлись». Инициатором стала сама редакция программы. Напомним, что необычная внешность девочки привлекла всеобщее внимание после того, как она попала в объектив фотографа Вадима Руфова. Другая якутянка тоже отправилась в далекое путешествие, чтобы представить нашу республику на международном конкурсе «Миссис Земной шар». К сожалению, Варя Васильева, больше известная нам как Варя Максима, не вошла в топ-30, но ничуть не расстраивается. На промежуточных испытаниях она завоевала титул «Миссис Новая страна». В Якутии в это время идет бурное обсуждение новой обладательницы короны. Кто же удостоится называться самой красивой девушкой республики, узнаем совсем скоро. Наши студенты присоединились к патриотическому флешмобу «Это мой дом» и из светящихся окон собрали слово «Россия». Эта новость набрала огромное количество просмотров, лайков и положительных комментариев. Инстаграм также атаковал новый новогодний бьюти-тренд. Если вы еще не поставили елку, то не беда. Всегда можно красиво нарядить свои брови, уложив их в форме елки, а затем украсить миниатюрными игрушками. А девушка этой недели по версии одного из самых популярных и крупных сообществ Якутиан Бьюти стала Пудова Аина. Еще в 13 лет ей вручили титул «Мини-мисс Республика», а сейчас она дальше продолжает участвовать в конкурсах красоты, с каждым разом все больше покоряя зрителей. Совсем скоро выйдет очередной долгожданный фильм «Елки» со всеми любимыми российскими актерами. Среди них засветился и наш земляк, артист Сахатеатра Геннадий
Турантаев, который прямо сейчас находится в Москве на всероссийской премьере фильма. Следите за нашими эфирами. В следующий четверг мы ждем его в гости. Новый год все ближе и ближе. Кто-то украшает свои брови, кто-то снимает новогодние фильмы. А наша Юлиана Ким, конечно же, расскажет, как украсить красиво свою квартиру к Новому году. С вами рубрика «Фабрика идей». Новый год все ближе и ближе, а значит, нужно подготовить нашу квартиру. Сегодня я вам покажу, как украсить интерьер своими руками. Для начала я начну с простого. Я покрасила пустые бутылки в белый цвет и обернула шпагатом горлышки. Купила вот такие вот искусственные ягодки. Так вот можно поместить их сюда. Такие цветочки, как будто бы они в инии по-зимнему. Так. Вот можете дома найти необычной формы бутылочки и просто белой акриловой краской покрасить, и получится вот... Да, отличная идея. Да. Красиво. А Так. я знаю, как красиво сделать еще веточки. Мы когда-то набирали обычные ветки и красили их тоже белой краской. Да, Это как конечно, если спрей, есть да? возможность живые ветки где-то достать, конечно же, они придадут аромат вашему дому и будут как радовать ваш глаз. Дальше я хочу продолжить. У меня есть такие красивые вазы в форме бокалов. Я хочу тоже их украсить. Для этого я взяла маленькую такую елочку. Возьмите любые шарики, какие у вас есть дома, в таком порядке. Так, затем, вот у меня есть такие красивые камушки. Мы их тоже положим сюда. Так, затем возьмем вот такие вот бантики серебристые. Конечно же, чтобы цвета обязательно сочетались, чтобы холодные с холодными были, а теплые с теплыми. Этот бокальчик у нас будет холодный, а этот бокальчик у нас будет теплый. Сюда мы помещаем золотые шарики. Так. Ну, в этом году у нас год желтой собаки, да, и поэтому все Да. украшают Золото. свои дома Почете. желто-красным, теплым, Звездочка. таким золотым. Вот такие вот бусики. Так. И такой вот прекрасный ангелочек, который будет охранять ваш дом, мы помещаем в серединку. Вот таким вот образом у нас получилось. Это у нас будет по бокам. Сейчас я вам покажу еще одну интересную идею. Для этого нам понадобится вот такая широкая плоская тарелочка, большие бокалы, маленькие шарики. Мы помещаем в бокалы. Вот таким вот образом. Но ставить мы их будем уже по-другому. Мы будем переворачивать вот таким вот образом. Так, второй бокальчик. Сейчас мы заполним его тоже шариками. Чувствую, будет что-то интересное. Да. Так, теперь. Мне прямо сейчас нестерпимо захотелось бежать домой и украшать. Да. Чем ближе Новый год, тем хочется с каждым годом украшать свой дом. Все красивее и красивее, да? Повезло нашим телезрителям, что вот Юлиана у нас творит по пятницам, что можно сразу взять и воплотить в жизнь. Да, все выходные сидеть и набивать бокалы красивыми шариками, искать, бегать по городу красивые игрушки. Мы наполнили наш третий бокал, но это еще не все. Сейчас у нас, я вот приобрела, в магазинах продаются вот такие кора березы. Они у нас для декора. Мы их вот так вот помещаем. Так, со всех сторон. Теперь также шишечки. Если у вас есть дача и вы летом успели их собрать, то, конечно, это замечательно. А если нет, то можно их также приобрести в магазине. Вот таким вот образом. И Юлиана, я тебя маленькие сейчас веточки. прерву, да, немножко. Мы продолжим после рекламы. Хорошо.
Мы продолжаем делать нашу замечательную поделку. Вот у меня есть такие замечательные бусы, тоже кора березы, шишечки и маленькие шарики беленькие. Мы их помещаем так вот сбоку. Так. И на донышке наших бокалов мы будем ставить свечки. Вот она вся соль. Вот К у нас чему такая это все было, да? новогодняя композиция получилась, которую можно поставить на середину стола, зажечь свечи. Будет очень уютно и красиво. Далее у нас еще остались бокалы, вазы литровые. Мы их уже наполняем красными шариками. Таким вот образом тоже. Так. Каждый Так, шарик я по буду 4 обязательно смотреть бокальчика. повтор, потому что я уже забыла, куда что ставить. В каждый Что бокальчик сейчас мы ставим сочетается. веточку. Так. Таким вот образом. Так. Теперь вот у меня есть тоже шишечки такие на палочке. Есть у меня вот такой топпинг с Новым годом. Звездочка. Так. Еще одна звездочка. И такая вот интересная. Казалось бы, да, шишечка. такие простые вещи, все так просто, а выглядит просто вообще на миллион. Ну, я теперь Спасибо. хочу к Юле домой. Так, Посмотреть, как у нее там все устроено. вот, смотрите, у нас получились такие бокалы. 3 бокала маленьких, 2 бокала больших. То есть это можно вот в разные комнаты поставить, в коридор, И все, в что у тебя зал, сейчас на столе, ты прямо на сейчас же столе. сделала, да? Да, Как-то это очень Это легко. буквально Просто сколько за у нас, 5 5 минут? Да, и все, и украшение вашего дома готово. Гости будут приходить и просто умиляться. Больше поражаться. времени уходит на раздумье, наверное, как Да. все украсить, что поставить, куда. Самое интересное, что это делается все из подручных материалов. Вот бутылки остались, да, шарики, которые у вас висят на елочке, шишечки. Меня всегда удивляют люди, которые осенью заранее, да, как белочки, собирают шишки, какие-то веточки, листочки, и потом зимой, вот в Новый год, они делают такие красивые украшения, такой Да. декор просто. Я вообще. еще знаю, что шишечки можно покрасить специальным такой краской, которая как спрей, золотые Да. сделать, серебряные. Также можно, вот я, как сказала, уже заранее подготовить веточки, чтобы у вас дома был аромат. Ну и, соответственно, воля вашей Ну, я фантазии. обычно, всё, что знаете, вам- еще как делала? На рынке продают же елки настоящие, и у них валяются вот эти веточки там, отламываются, откалываются, Да? да? Ты к ним подходишь, и они прям это, ну, Бесплатно дают. или бесплатно, иногда, да, за какую-то там незначительную сумму дают. И я наряжала у себя на подоконнике. А еще слышала, что Новый год обязательно нужно справлять в чем-то новом, и чтобы в твоей квартире было тоже обязательно что-то новое. Например, то же самое постельное белье. Вот Хозмаркет предлагает нам красивое новогоднее постельное белье, но очень мягкое, красивое, удобное. А еще у них буквально последний день акция. Покупаешь на 350 рублей любую продукцию Unilever и становишься участником розыгрыша iPhone 8. Всего 18 айфонов, поэтому нужно бежать бегом сегодня до вечера. До скольки они? До 8 часов вечера работают. Нужно успеть приобрести любую продукцию и стать участником розыгрыша. А вдруг повезет? Очень интересно. А еще мы, как всегда, все ищем, да, что подарить, кому подарить, а самое главное, где это все купить. А где, мы узнаем из нашего следующего сюжета. Скоро Новый год, праздник, который очень ждут и взрослые, и дети. Самое время начать готовиться к нему прямо сейчас. Саша и Катя решили не откладывать и уже отправились за покупками. Здравствуйте. Здравствуйте. Чем я могу вам помочь? Мы ищем подарки для родных и близких. Давайте пройдем, я вам все покажу. Давайте. Что можно
можно подарить прекрасной половине? Конечно же, посуду. Нет такой женщины, которая ее бы не любила. А если она оригинальна и изысканна, то точно не оставит равнодушной ни одну хозяйку. Jingle bell rock, jingle bells time and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. А дальше самое интересное. Чем порадовать друзей и близких? Правильно, красивыми и подобранными с любовью сувенирами. С французского сувенир означает память и воспоминания. Он с легкостью украсит дом и придаст особую атмосферу, напоминая о вас. Jingle around the clock, mix and mingle in the jingling feet. That's the Jingle Bell Rock. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell chime and jingle bell time, dancing and prancing in Jingle Bell Square, in the frosty air. Давайте признаемся, что многие из нас любят поспать, поэтому качественное, красивое постельное белье из 100% сатина станет отличным подарком для близких. And the morning seems so gray, so unlike yesterday. Now's the time for us to say. Чтобы не бегать за несколько дней до Нового года, позаботьтесь о покупках прямо сейчас. Красивый текстиль, посуда и изысканные предметы интерьера, выполненные во французском стиле, точно порадуют вас и ваших родных. Помните, что подарок, преподнесенный с улыбкой, всегда останется в памяти надолго. Спасибо вам за покупку. Приходите еще. Спасибо вам. Теперь мы готовы к Новому году. А давайте вот это купим. Ладно, давай. Буквально недавно во все WhatsApp-группы пришли фотографии красивых детей в очень красивых костюмах. А как выяснилось, это лауреаты первой степени конкурса фестиваля «Зима начинается с Якутии», воспитанники детского сада номер 21 Кенчери. И сегодня у нас в гостях воспитатель детского сада Людмила Брызгалова и дизайнер-художник Нина Варламова. Добрый день. Здравствуйте. Добрый день. Откуда пришла идея создать вот такие необычные костюмы для деток? Ну, в общем, «Зима начинается с Якутии». Это ежегодный такой конкурс. И всегда вот наша группа, наш детский сад, всегда принимаем активное участие в этом театре мод. Ну, вообще в этом конкурсе. Ну вот, а тут вот, значит, как бы зима начинается с Якутии. Я так долго думала с родителями вместе, думаем, какую же тему выбрать. И тут мы решили, давайте сделаем так. Вначале у нас заходят мальчики, метель, пурга. Значит, зима же начинается у нас с холодов. Потом зима вступает в свои владения, и тут выходит Чисхан. Чисхан выходит, значит, а тут к нему навстречу идут наши девочки, харчаны. Все такие красивые. Снежинки, снежинки, да, и поэтому мы решили назвать вот как бы наш театр «Феерия. Сказочный образ зимы». А потом очень долго думали, ну кто же нам нарисует, кто же нам все это придумает. И тут я вспомнила, значит, свою бывшую родительницу Варламову Нину Иннокентьевну. И вот я к ней обратилась лично, как бы, да, и вот она это пошла нам навстречу, нарисовала нам всем эскизы, потом, значит, уже как бы вся работа шла у нее тесно с родителями. Значит, это вот тоже совместное такое творчество, да? Да. Нина, а как пришли в голову тоже такие идеи, красивые узоры? Чем это все навеяно? Откуда черпали вдохновение? Ну, у меня, если я себе ставлю цель, да, вот что-то надо вот именно вот по заданию, то, что меня попросили вот насчет сказочных образов зимних. Ну, мне это как-то легко сдается, работать над эскизами. Мне очень нравится создавать, фантазировать. Вот. Ну и как-то само собой каждый эскиз начинается, да, у меня вот
из фантазии. Просто сижу и по ходу дела у меня все вот появляются образы, каждый эскиз. А вы являетесь художником, дизайнером, да? Дизайнером интерьера. Да. А это у вас как хобби, Да. получается? Ну, это у меня у самой 4 детей, и все костюмы я сама шью вручную, вот, поэтому как-то ближе. Поэтому, ну, мне самой нравится заниматься, творить Такая красоту. кропотливая работа на один костюм. Сколько у вас уходит времени? На все костюмы у меня, к сожалению, был всего лишь месяц, да, и поэтому я вот бралась как бы сама себе начальник. Не было такого вот, чтобы вот первый костюм я кому-то сошью, второй кому-то, да. Просто вот понравился вот эта деталь, я начинаю делать его. Потом от того костюма что-то другое. Одновременно делаете, да? И одновременно вот так вот у нас как пазл все собралось. Я знаю, что у вас маленький ребенок. Да. Сколько, 7-месячный, да? 10 на 10 исполнилось. месяцев. Маленький. Поздравляем вас. А как вы, мама многодетная, успевали и шить, и смотреть за детьми, и за домом? Да, дом у нас, помогал, может? конечно, постоянно кипиш, можно сказать. Такой творческий Все хаос, да? мама, да. Папа у нас очень занят, он дальнобойщик, постоянно его нету, поэтому... Получается, вы вообще одна с детьми? Да, практически. А старшим можно сколько так. лет? 12 лет. Они, наверное, смотрят за младшими. помогают. Да, старшие смотрят за средними, средние за младшими, младшие за младшими. Ну, вот когда Ну, вы взяли, согласились на такое предложение, вы, получается, сделали себе самый настоящий вызов? Да, я рискнула, я думала, я еще муж меня попросил, сказал, посоветовал, может, 4 костюма возьмешь? Ну, ты не успеешь. Я говорю, я успею. И я это сделала, и очень довольна результатом. Очень довольна, и, наверное, были такие, какие эмоции вас Да. посетили, когда вы еще стали лауреатом, ваши костюмы. Очень-очень сильно переживала за детишек. Костюмы очень сложные, во-первых. Во-вторых, они очень тяжелые. Но они это все смогли, достойно показали. Очень переживала, аж в душе даже чуть всплакнула. Но все обошлось. А как детишки отреагировали, когда увидели вот эти костюмы? Ну, конечно, все, вау, как красиво, я принцесса, я королева. Да, каждая девочка себя такой считает. Ну и, конечно, очень всем понравилось, что мальчикам, что девочкам, что родителям и всем родителям, мамочкам. Хочу сказать большое спасибо. Мы что сейчас они- должны прерваться на короткую рекламу, сразу после которой продолжим беседу. Вы смотрите «Город женщин». Мы продолжаем беседу с воспитателем детского сада номер 21 Кенчери Людмилой Брызгаловой и дизайнером, художником Ниной Варламовой. Расскажите, мы знаем, что у Нины это не первая коллекция в вашем детском саду. Да. Дело в том, что мы постоянно участвуем в каких-то конкурсах. Вот, допустим, позапрошлый год у нас 16-й год выпуск «Дети». 2 года, и в течение 3 лет нам рисовала Нина Иннокентьевна эскизы. Мы тоже выступали везде и всюду с коллекциями «Цветы Якутии». Была у нас такая коллекция «Северное сияние». Прямо на Ютубе у нас уже там очень-очень Ну, вы много звезды уже, да? просмотров. Да. Благодаря все Нине Иннокентьевне. Вот. Также я хочу сказать, что у Нины Иннокентьевны старшая дочка ходила ко мне в группу. Она стала в 2012 году мини-мисс Якутия, да? Виртуальная. Мини-мисс виртуальная Якутия. Вот тоже костюм шила Нина. А вы где-то учились? Да, я училась в Институте современного искусства. А так я люблю с детства рисовать. Постоянно, вот, не знаю, я по знаку зодиака Рак, и мне кажется, это самые мечтательные знаки. Поэтому вот нет у меня в голове такой даже ни минуты, чтобы я ничего не думала. Если я вот даже дома, либо где-нибудь хожу, увижу какую-нибудь маленькую вещичку, да, там либо мусор какой-то красивый лежит, все, и я могу вдохновиться это и что-нибудь уже начинать соображать. Людмила, я бы хотела пригласить детей в студию, чтобы показали эти костюмы.
Девочки, проходите. Проходите, девочки. Идите, боже. Ой, боже, Какая они настоящие красота! принцессы, Какие красивые. красивые. Ой. Это же все ручная работа, да, каждую бусинку надо пришить. Боже мой. Девочки, вам Какая нравится? красота. Вы чувствуете себя принцессами? Да. Ой, красиво, красиво, очень красиво. Вот фотографии, да, ваших девочек и мальчиков появились в Инстаграме. Они у меня буквально с 5 или с 6 групп, они вот в одно и то же время, можно сказать, Да, пришли. да, да. Вот. Как отреагировали сами дети? Они чувствуют себя знаменитыми? Или, может, родители? Ну, в общем-то, дети уже чувствуют себя по поведению. По поведению. По поведению, Потому как что, да, стали? Они стали... Они более увереннее стали, да. Потом у них, значит, и поведение такое, знаете, они как взрослые себя ведут. Они уже себя подают как модель. Посмотрите на них, как они красиво стоят. Лизонька, посмотрите. Вон, посмотрите, какие все красавицы. Ой, боже. А вот эти вот, то, что стоит у них, кокошники, как они называются, это из чего? Это картон, ватман. И по ткани приклеила флизелин и вручную все разукрасила. Головные уборы просто вообще. Это же у нее норка. Боже мой, смотрите, можно я потрогаю? Какая красота. Мягкая, пушистая. Но это еще у нас не все модели, да? Мы бы хотели пригласить следующих девочек и мальчиков. У нас еще 3 человечка маленьких. Там еще лучше эти костюмы. Среди них и мужчина. Ты. Настоящий богатырь. Ой, какая красота. Мальчики же они что олицетворяли? Наливает. Это Мальчик, пурга, да. метель у нас. Покружитесь. Покажите Можно, да, красоту покружитесь, свою, как красиво. покажите. Покрутитесь, Вот так. Саян. Ой, какая красота. Все детки с одной группы, да? Да. Это старшая группа уже получается, да? 5 лет. 7-5 лет. Ой, себя увидели, свои фотографии, свои звездные фото. А родители как реагируют? Не возмущаются, что почему это наших детей везде показывают? Нет. Или наоборот радуются? Да. Радуются успехам своих детей. Дальше еще будете участвовать? Обязательно. Обязательно. Какие Нас, планы? кстати, в прошлом году приглашали в Сочи, приглашали в Крым. Ну, очень много у нас приглашений, а нынче что-то не пригласили нас. Но зато мы здесь, в студии. Зато мы стали лауреатами 1-й степени. И Ну, спасибо вам большое, что вы к нам пришли. Спасибо за эту красоту, которую вы сегодня нам подарили. Я бы хотела вам всем сейчас рассказать, что 16 декабря, это завтра, в 2 часа, в развлекательном центре «Мандарин» состоится праздничное мероприятие, посвященное дню рождения развлекательного центра. Будет очень много конкурсов, подарков, призов. И об этом сегодня мы узнаем. Мы поговорили с нашими маленькими телезрителями, которые поздравляют наш любимый развлекательный центр с днем рождения. Спонсор рубрики «Развлекательный центр «Мандарин». Хороший день рождения – это когда вкусный торт. В стиле Майнкрафта, либо разных игр. И еще много друзей и поесть тортик. Самое лучшее день рождения – это когда сюрприз, когда никто не знает. Ну, чтобы какая-то тайная была день рождения. Чтобы все знали, а я нет. Крутой день рождения, когда очень-очень весело. Должен быть торт, шары. Нужно было, например, куда-нибудь в какой-нибудь развлекательный центр. Когда весь день создан только для тебя, все,
чего ты раньше хотел, но тогда не получал, ты получаешь, чтобы в этот день рождения был обязательно летом. Очень весело и круто. Это прям веселое. В мандарине мне все нравится. Комнаты для любого возраста, и для детей маленького возраста, и для детей взрослого возраста, подростков. Автоматы, игрушки. Еще мне нравятся всякие здесь площадки, где можно играть, где там вот так, где там крутится, и потом можно нажимать вот эти руками. Мне нравится в мандарине поиграть, повеселиться. Я желаю, чтобы в мандарине было много детей и взрослых, чтобы было очень круто. Я бы ему хотела пожелать здоровья и счастья, и чтобы он всегда работал, и дети здесь были веселые. Мандарин, я его поздравляю, чтобы в нем было много детей, и он был большим. И еще взрослых было много. Чтобы он всегда же оставался таким классным и таким же интересным. Чтобы он был более популярным, более большим таким, более таким веселым. Я бы хотела ему пожелать суперавтомат. Там бросаешь денежку, там тебе дается какое-то задание сделать, ты выполняешь задание, и тебе даются денежки. Мандарине я хотела бы пожелать счастья, здоровья, и пусть они работали всегда, 24 часа. Я даже буду ночью приходить. Девочки, у нас тут буквально совсем чуть-чуть осталось до Нового года, да? Можно же и еще какие-то челленджи делать. И, допустим, можно похудеть к Новому году? Нет, мы можем даже вот с понедельника, да, например, опять же, вернемся к Инстаграму, можем с утра сфотографировать себя и сказать: сегодня я кровь из носа обязательно куплю всем подарки. И вашим подписчикам, вашим друзьям уже будет интересно, что же она сделала. Вы можете даже написать то, что в 10-9 часов вечера я уже сделаю пост и расскажу, что сделала. И тем самым вот эта вот новогодняя суета, она может выйти даже таким... В какую-то игру, да, превратиться? Да, и мы же всегда хотим начать год как-то по-другому, да, получше, возможно, да, чтобы достичь еще больших высот. И как бы мы можем себя разогнать, как раз, чтобы январь начать так бодро. Да. И не говоря, конечно, что ты купил, потому что может же этот человек увидеть, что ты купил. Можно просто красиво как-то упаковать, красивую новогоднюю бумагу купить. Но я думаю, что лучше, конечно, не покупать подарки, а все-таки сделать их своими руками. Да. Да. Я думаю, Юля, что ты посоветуешь? Какие подарки можно сделать своими руками? Ну вот мы знаем, да, что можно связать красивый плед, который я так и не взяла связать. Ну, не знаю. Можно взять красивые корзинки. Ну, связать корзинки, конечно, да. Можно купить обычную деревянную рамочку, покрасить ее, вставить туда какую-то фотографию. Вот сейчас в последнее время очень стали модными зимние фотосессии новогодние, да. Можете распечатать большую фотографию, вставить это в рамочку. Да, а можно даже своим друзьям общую фотографию. Мне кажется, это очень приятно получить от своего друга, чтобы он мог поставить на полочку себе, да, потому что мы сейчас знаем, что фотографии-то не все распечатывают. Да. И оформить ее красиво в рамочке. Это будет вообще замечательно. Можно даже взять знаменитую картину и вставить туда лицо вашего друга. Это будет тоже очень памятно, интересно. Мне вот всегда еще было интересно, да, расписывают же посуду. Это как делают? Ты имеешь в виду что? Фарфор? Да, фарфор. Ну вот тарелочки. Да, но это керамику... Декупаж, да, или как? Нет, декупаж деревянные заготовки.
А вот так вот фарфоровые не разукрашивают. Нет, да? Только керамика. Дорогие наши телезрители, если у вас есть какие-то вопросы или предложения, или вы хотите стать героем нашей программы, обязательно нам пишите и звоните. Мы желаем вам всего доброго.